В эфире программа «События недели». Я журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Абхазии. Согласно календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента, регистрация инициативных групп и партий начнется 22 мая. Последним днем регистрации станет 11 июня. Согласно закону о выборах президента, регистрация кандидатов в президенты начнется в течение 10 дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до выборов. Подведение итогов и подписание протокола об итогах выборов президента Республики Абхазия пройдет в течение 3 дней после дня выборов. Итоги выборов будут опубликованы в течение 3 дней с момента подписания протокола об итогах выборов президента Республики Абхазия. Второй тур выборов в случае необходимости состоится не позднее 14 дней после первого. Депутат Народного собрания парламента Абхазии Аслан Бжаня в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из городских больниц Москвы 18 апреля. В связи с этим 19 апреля премьер-министр Валерий Бганбов встретился с министром здравоохранения и представителями МИДа Абхазии и поручил им оказать содействие в организации лечения депутата. На этой неделе проблема мусорного полигона в Сухуми нашла временное решение. Бытовые отходы из столицы теперь вывозятся в Галский район. Соответствующее соглашение было подписано между главами двух администраций – Адгуром Харази и Тимуром Надарая. Оба руководителя назвали это решение взаимовыгодным. Алика Трапш с подробностями. С 13 апреля коммунальное управление Сухума приступило к вывозу мусора, который временно складировался на территории гаража спецавтохозяйства в Галский район. Это временная и вынужденная мера, и она стала возможной благодаря подписанному между администрациями Сухума и Гала договору. Отходы из столицы вывозятся в Галский полигон с условием, что администрация Сухума поможет вырыть новые котлованы, и мусор, который лежит на поверхности, закопают. Тем самым приведут свалку в надлежащее состояние. Все эти дни мы интенсивно работали над тем, чтобы найти выход из этой ситуации. И на наш вопрос откликнулись гальцы во главе с руководителем района Тимуром Надарая. Но это не так, что мы будем вывозить и выбрасывать. Это выгодно и самому Гальскому району, потому что мы и их мусор тоже будем утилизировать. Пока мы из собственных средств, но правительство обещает в ближайшее время выделить нам определенные средства и закупить технику. У нас в бюджете не заложены эти средства, а это вдвое увеличиваются наши расходы. Я надеюсь на то, что правительство не останется в стороне, и они будут не разово, а постоянно помогать нам в решении этой проблемы. Мусорный полигон в Галском районе располагается в селе Шашикуара. Функционирует он с 2008 года. Территория свалки занимает 2 гектара. Раньше твердые бытовые отходы оставляли здесь прямо на поверхности, не закапывая. И в связи с этим нередки были случаи возгорания мусора. Сейчас сухумские коммунальщики подготавливают котлованы для утилизации мусора, обеспечивая их подъездными путями и водоотведением. Привезенный из Сухума мусор пока складируется. Для вывоза бытового мусора с города Сухум, помимо мусоровозов, которые обслуживают город Сухум, также задействованы большегрузные КАМАЗы 15-20 кубов вместимости. Экскаватор большой работает уже несколько дней, роет котлован и будут продолжать эти работы. Также перебрасывается техника бульдозер, который будет сталкивать данный мусор, который сейчас выгружается. Глава администрации Галского района Тимур Надарай рассказал, что соглашение со столичной администрацией является взаимовыгодным. Ранее из-за отсутствия собственной спецтехники район вынужден был брать ее в аренду и тратит на это немалые средства. 1 час экскаватора обходится, если его нанимать, около 5000 рублей. Котлован, который там надо вырыть где-то размерами 20 на 60, скажем, да, это несколько недель работы. Учитывая, что нанимать технику для гальского бюджета это очень накладно, потому что резервный фонд наш состоит всего 1 900 000. Фактически мы огромные средства должны были потратить. Мы просили все время российских пограничников, они там
нам выдавали технику. И вот, когда эту технику сухумчане представили, то получилась очень взаимовыгодная вещь. Вывоз бытовых отходов из Сухума в Гал экологии района никак не угрожает, так как полигон располагается далеко от населенных пунктов и от моря, говорят экологи. Расстояние до моря приблизительно 15 километров. Далее, санитарно-защитная норма по ГОСТу необходимо 500 метров. Здесь выдержаны эти нормы. Единственное, там надо бы достроить в некоторых участках ограду. Основные условия соответствуют нормам экологическим. Вывозить отходы из Сухума в Галский район будут до открытия нового мусорного полигона в Гулрыбском районе. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В рамках 5-го Ялтинского международного экономического форума, который проходил в Крыму с 18 по 20 апреля, министр иностранных дел Даур Кове и министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба встретились с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Речь шла о перспективах двустороннего сотрудничества в различных сферах. В частности, стороны обсудили возможность увеличения объемов импорта инертных материалов, вопросы организации пассажирского сообщения между республиками, в том числе реализацию проекта круизного сообщения между морскими портами Абхазии. Планируется, что уже к 2020 году лайнер «Князь Владимир» свяжет Абхазию с Крымом и Сочи. 19 апреля министр экономики Адгур Ардзинба и министр иностранных дел Даур Кове встретились с министром экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики Мухаммедом Самер Халилем. Даур Кове сообщил сирийской стороне о проведенных днем ранее переговорах с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым по организации морского сообщения между Абхазией, Сирией и Россией. Сирийская сторона поддержала идею морского сообщения и выразила готовность активно включиться в ее реализацию. В рамках переговоров стороны обсудили перспективы создания консульских отделов двух стран. В Очимчире началась диспансеризация жителей района. Мероприятие организовано Министерством здравоохранения Абхазии при поддержке сводного медицинского отряда Федерального медико-биологического агентства России. Пациенты, у которых будут выявлены заболевания, нуждающиеся в оказании высокотехнологической медицинской помощи, будут направляться в учреждение ФМБА, либо в центральное медучреждение республики, где есть возможность оказать эту помощь. Население района проявляет высокую активность. Диспансеризация в Очимчирском районе продлится до 23 апреля. Выставка, приуроченная к Международному дню памятников и исторических мест, открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в четверг, 18 апреля. В экспозиции представлены работы абхазских художников из собрания Национальной картинной галереи, на которых изображены древние культовые сооружения христианского времени, архивные фотографии, макеты изданий, дольмены. Уникальность выставки состоит в том, что многие картины не выставлялись более четверти века, а некоторые выставляются впервые. Выставка в Центральном выставочном зале Сухума продлится до 25 апреля. В феврале этого года телеканал «Моя планета» объявил о запуске нового всероссийского кастинга для участия в съемках проекта «Планета на двоих». С какой целью в республику приехала съемочная группа и какое отношение данный проект имеет к нашей стране, расскажет Саид Жарсалия. Телеканал «Моя планета» – главный российский познавательный канал о путешествиях, истории, науке и людях. Главная цель канала – разбудить в зрителях жажду приключений и познания, показать, что в каждом путешествии их ждет новая жизнь. Самые красивые места, самые вкусные блюда мира, редкие люди и профессии, необычные праздники, загадки историй и тайны Вселенной. В поисках удивительных открытий российские авторы добираются до самых укромных уголков России и всей планеты. Ежегодно руководство телеканала создает проекты, в которых телезрители становятся героями передач, что позволяет стирать границы между зрителем и экраном телевизора. «Моя планета» — это канал о путешествиях. Канал, который помогает реализовывать мечту телезрителей, который помогает раскрывать мир, раскрывать планету глазами путешественников. Мы ищем новые идеи, и вот одна из этих идей, которая живет уже второй год подряд, наш проект, который называется «Планета на двоих». Мы предлагаем молодым людям, романтикам, готовым сделать предложение руки и сердца своим любимым, сделать это в эфире нашего телеканала. Учитывая концепцию нашего телеканала, естественно, предложение должно быть в процессе путешествия. То есть такой катарсис какой-то уникальной поездки, оригинальный, интересный и эмоционально насыщенный.
По правилам, для участия в кастинге молодым людям необходимо заполнить анкету и прислать видео с убедительным рассказом о том, куда и почему они хотели бы отправиться в путешествие. Было принято до 1000 заявок, из которых руководством телеканала была выделена только одна пара. Победители конкурса имеют возможность выбрать страну для романтического путешествия. Молодой человек, который не захотел, чтобы его имя было названо, решил, что для романтической поездки лучше всего подойдет Абхазия. Вот почему в республике проходят съемки проекта «Планета на двоих». Руководство телеканала разработало для молодых уникальный маршрут по достопримечательностям нашей страны. В организации съемок помощь телеканалу оказывает Министерство по курортам и туризму Абхазии. В преддверии летнего курортного сезона Министерство по курорту и туризму совместно с Национальной туристической компанией и Союзом туризма Абхазии проводит мероприятия по увеличению турпотока в Республику Абхазия. В данный момент для популяризации в информационном поле Республики Абхазия был приглашен телеканал «Моя планета». Также Министерство по курорту и туризму проводит рекламные туры для субъектов туриндустрии Российской Федерации и ближнего зарубежья. Съемки передачи «Планета на двоих. Абхазия» будут продолжаться еще несколько дней, в течение которых съемочная группа с главными героями проекта посетят самые красивые места страны. А телезрители телеканала «Моя планета» смогут посмотреть премьеру программы о пребывании молодой пары в Абхазии в сентябре этого года. Саид Джарсаля, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Внимание телеканала «Моя планета» к Абхазии – один из показателей привлекательности нашей страны, в том числе туристической. Насколько активным в этом году будет туристический сезон в Абхазии, как много отдыхающих уже забронировали места в наших отелях и какие проекты в сфере туризма будут реализованы в этом году. Мы обсудим с гостем в студии, главой Союза туризма Абхазии Анной Калягиной. Здравствуйте, Анна. Добрый день. Анна, совсем скоро начнется туристический сезон в активной его фазе. И в связи с этим, что предпринимает Союз туризма? Какие мероприятия сейчас проводятся? Как вы готовитесь к сезону? Абхазский союз туризма всегда очень активно готовился к предстоящему сезону. Мы собирались, обсуждали все наши вопросы, проблемы. На сегодняшний день мы очень много общаемся по поводу того, сколько гостей к нам приедет. И я хочу сказать, что в этом году, в принципе, очень удачно началось раннее бронирование. Все говорят о том, что у них очень хорошие продажи. Туроператоры, вот. И туроператоры это говорят, и сами ательеры, потому что ательеры тоже себя продают через сайты. Хочу заметить, что у нас за последнее время появилось очень много новых, красивых отелей, гостиниц, которые предоставляют очень много интересных услуг дополнительных, инфраструктура расширяется. У нас есть уже санаторно-курортное лечение, у нас существуют отели с бассейнами, да, с подогреваемыми бассейнами. То есть, в принципе, мы, конечно, совершенствуемся, развиваемся, обучаем свой персонал. Вы могли бы сказать в цифровом выражении, насколько больше стало отелей в этом году? Или же небольшая разница с тем, что было в прошлом году? Я думаю, что в этом году несколько отелей, конечно, уже добавилось, но тенденция к росту количества у нас за последние 3 года, конечно, увеличились они. То есть у нас больше предпринимателей стало, которые занимаются туристическим бизнесом. И есть отели, которые там, лет 5 назад начали строиться, готовиться, и уже сейчас они открыты. Может быть, есть какие-то данные по поводу того, насколько загружены или будут загружены отели в летнее время, есть ли уже какое-то бронирование, насколько оно активно идет? Во многих отелях уже на 60-70% бронирование осуществлено. Вот, мы сейчас говорим о тех отелях, которые являются членом Союза туризма. У нас статистика только это. Вот. Мы не обладаем другой, к сожалению. Частный сектор не знаем. Вот. Но наши коллеги сообщают именно такие цифры. Поэтому все довольно оптимистично. И... Вы предполагаете, что цифра будет расти? У нас основное бронирование, уже до бронирования будет происходить, как обычно, летом. То есть вот эти вот 40-30%, они будут набирать скорость, и мы будем это бронирование осуществлять. Турист обычно там за 10 дней до поездки, за 2 недели до поездки.
Поэтому я думаю, что мы это наберем. И... Хотя экономические показатели самые выгодные – это 90% загрузки, а не 100%. Ну, это так, поделюсь секретом, да. Вот. Но мы ждем туристов. Я думаю, что их будет много, по той интенсивности заявок. Вот. И мы надеемся, что сезон не будет ничем испорчен. Вот, и мы проведем его хорошо. С какими проблемами сталкиваетесь вот в это время? Вот Союз туризма, не знаю, ваши ательеры, возможно, туроператоры. Какие вещи вы должны решить для того, к приезду, скажем так, туристов? Мы должны решить прежде всего те вопросы, которые касаются не только нас, гостиничный, отельный, туристический бизнес, но и те вопросы, которые касаются всей страны в целом. Мы уже, конечно, очень много говорили про транспорт, и про логистику. Вот очень хорошо, что РЖД нам помогает и пускает поезда до города Сухум. Это очень важный, качественный аспект обслуживания именно транспортом наших туристов. Вот. Не буду говорить про аэропорт, потому что пока что тема такая очень не раскрытая до конца, и я думаю, что о ней пока говорить рано. Очень надеемся, конечно, что аэропорт будет открыт когда-нибудь. Вот, даст толчок и рост вообще как бы развития туризма на востоке Абхазии. Что касается нас, как ательеров и турбизнеса, туристических фирм экскурсионных, мы уже договорились о ценовой политике в этом году. Она практически не будет изменена. Если цены где-то и повысятся, то только из-за того, что у нас, естественно, повышается транспортное обслуживание, цена на транспортное обслуживание, да, рост цены на бензин, на такие расходы, плюс в некоторых местах экскурсионных повысились цены на билеты. Вот. И мы, конечно, встречаемся, обсуждаем моменты качественного обслуживания туристов, готовим транспорт. Отели, гостиницы готовятся тоже, делают какой-то апгрейд своих отелей. Вот. Во многих отелях в этом году будет анимация, будут у нас предприниматели, развивают это, и очень приятно, потому что все-таки люди приезжают с детьми, им чем-то нужно заняться. Какие проекты вы разрабатываете с Минтуризма? С Министерством по курортам и туризму мы сейчас, вот совершенно недавно, у нас вчера буквально уехали ребята с телеканала «Моя планета». Это был наш совместный проект «Союз туризма» с министерством. Сняли очень интересную передачу на 45 минут. Вот, я думаю, что скоро ее покажет и нашу прекрасную Абхазию весной. Эта передача очень интересная. Молодой человек предлагает руку и сердце девушке своей в какой-либо стране. И вот ребята, которые сейчас приехали, выбрали Абхазию. Вот. И дальше у нас проект будет вот скоро, буквально в конце мая к нам приедет тоже канал «Поехали», и мы будем снимать 2 передачи. Вот. В течение 20 дней будут съемки проходить. Это два таких вот очень интересных, 2 таких очень интересных истории. Одна история называется «Поехали за талантами», то есть мы будем показывать наши таланты, аутентичность. Вот. И вторая история – это, конечно, кулинария, гастрономия, еда, что у нас есть вкусного, как мы это готовим. Вот. Тоже такие довольно интересные будут фильмы, примерно тоже по 40 минут, по часу. Вот. И мы уже готовы. Телеканал «Поехали» был создан для того, чтобы рекламировать внутренний туризм в России. Вот. Но они выходят и на СНГ сейчас. Вот, и ездят в разные страны, которые там союзники, вот Беларусь, например, Армения, да, и они были на Северном Кавказе, недавно сейчас поедут в Краснодарский край, ну и, соответственно, как же без нас. Вот, это телеканал «Поехали». А «Мою планету» все знают. Она даже опережает сейчас по рейтингу Discovery, они все время соревнуются. Вот, очень классный канал, динамичный, интересный. Я думаю, что Абхазия там будет блистать. У нас много планов на этот год и на следующий. В этом году мы уже ездили в Крым, и сейчас поедем еще раз на уже форум, на воркшоп.
Министерство по туризму, конечно, занимается своими делами, они готовят к подписанию межведомственное соглашение. Мы, как бизнес, контакты по бизнесу и обмен опытом, потому что очень важно обмениваться опытом. Будем продолжать общение, и различное подписание договоров у нас уже состоялось, плюс еще будет продолжаться, они приедут скоро сюда. И туристами обмениваться нужно и важно. Я думаю, что у нас будет хорошее сотрудничество и взаимодействие. Кроме сотрудничества по линии Крыма, скажем так, с Министерством по курортам и туризму республики, какие вопросы у вас совместные есть сейчас на повестке? Мы сейчас обсуждаем, конечно, это обучающие моменты, да, то есть это то, что касается повышения квалификации персонала, это то, что касается обучения нашей молодежи. Конечно, мы готовим кадровый резерв. Очень хочется это отметить. Мы в этом году начали общаться с Абхазским государственным университетом со специализацией туризм, с ребятами, со студентами, провели выездные занятия, провели сессии. И ребята очень хорошие, очень горят этой профессией, им очень хочется скорее приступить к работе. Это хорошо, когда у нас приезжают управляющие и работники из Новосибирска и Екатеринбурга, но хочется своих, конечно, ребят трудоустраивать. Надеюсь, что в скором будущем мы будем выстраиваться в очереди к ним, чтобы брать их на работу, потому что ребята хорошие, их просто нужно направить, им нужно помочь, показать весь туристический бизнес изнутри и, конечно, подсказать образовательный процесс, чтобы проводили так, чтобы эти люди нам действительно были нужны. Какие профессии это? В Государственном университете обучают на туризм, это обучают турагентов. Мы сейчас обсуждали этот вопрос, что, забегу вперед, конечно, мы хотели это обсуждать отдельно. Мы говорим о том, что необходимо, конечно, открыть гостиничное дело. Потому что у нас очень много отелей, у нас очень много гостиниц, мы непосредственно принимающая сторона, и в этом направлении нужно обучать как можно больше персонала. И персонал должен понимать, что даже обучаясь в вузе высшего образования, они будут работать сначала на низших должностях, потом потихонечку расти. То есть, это долгий процесс, долгий разговор, но хочется отметить, что в принципе я думаю, что мы продолжим общаться с другими заведениями учебными, и у нас этот процесс будет эффективный, и наши ребята будут находить рабочие места, и мы будем, соответственно, сотрудников себе тоже искать из наших местных ребят. И, конечно, сейчас самый главный вопрос – это обмениваться опытом с коллегами и обучать наш персонал здесь на местах. Потому что мир не стоит на месте, все развиваются, мы тоже должны развиваться. У нас есть несколько еще очень интересных проектов. Абхазский союз туризма сейчас обсуждает вопрос страхования ответственности бизнеса. Что это значит? Это значит, что если турист приедет в отель, в гостиницу, либо он поедет на транспорте на экскурсию куда-то, и с ним что-то случается, то ответственность бизнеса перед этим туристом оплачивает непосредственно страховая компания. Это страхование ответственности бизнеса. Такой проект большой, мы сейчас его прорабатываем, подписываем договора. Я думаю, что это очень полезный продукт будет для всего нашего туристического сообщества Абхазии. Думаете, легко будет его воплотить? Любой проект требует усердия и труда. Я думаю, что приложив много сил, мы все-таки этот проект реализуем. Анна, я хотела поговорить с вами по поводу такой темы, достаточно острая. Она была актуальна очень в прошлом году, я имею в виду липовые или недействительные путевки, которые бронируют люди, покупают люди сюда в Абхазию. В итоге оказывается, что это какие-то подложные сайты, люди теряют деньги. Какова ситуация в этом году с этим вопросом? Насколько Союз туризма пытается предотвратить такую ситуацию на этот раз? Да, в прошлом году мы столкнулись с такой историей, довольно неприятной.
И хочется отметить и поблагодарить, конечно, и гильдию ательеров, и Союз туризма, и просто обычных людей, и даже те люди, которые не имеют гостиниц или отелей, расселяли этих людей. И все ательеры, кто поселил людей, которые были обмануты, им очень большое уважение и большая благодарность. Я хочу сказать, что, в принципе, в этом году мы подготовились к этому. Мы проводили мониторинг сайтов, выявляли их, очень просили своих коллег в гостиницах и в отелях тоже проверять эту информацию. Хочется отметить то, что наше министерство сейчас открыло горячую линию к сезону, очень вовремя. И на сайте министерства тоже готовится информация, то есть, в принципе, и министерство, и мы взаимодействуем, и надеемся, что таких случаев будет все меньше и меньше. Конечно, это работа еще и МВД, но мы знаем все, что органы, они приступают только тогда, когда есть заявление, поэтому мы обращаемся ко всем, кто попал вдруг к мошенникам, конечно, прежде всего заявлять в органы, в милицию, в полицию. И если они заявляют в нашу милицию, вопрос стоит в том, что возбуждать уголовное дело, наверное, не могут наши местные, потому что преступление совершено на территории России. Но они с коллегами из России общаются и предотвратили очень много таких уже, и поймали уже, я знаю, мошенников, поэтому надеемся, что этого не будет повторяться так массово, как это было в прошлом году. Вы знаете, вот сейчас, недавно с коллегами из Крыма же общались, у них та же самая проблема. Просто в прошлом году на нас такая массовая атака была. У них тоже бывают такие проблемы, продают, и они на своих сайтах оповещают, обмениваются информацией в соцсетях и везде. Насколько оперативно реагируют наши, не знаю, ательеры, туроператоры, когда узнают о том, что от их лица распродают вот такие подложные путевки? Я хочу сказать, что в этом году стали более оперативно и более бдительны наши предприниматели, потому что они поняли, какой урон это может нанести прежде всего и имиджу Абхазии, и им самим, ательерам. И мы предупреждали в прошлом году, чтобы они контролировали, следили за этими сайтами, которые появляются. Сейчас ситуация улучшилась. Хочу сказать спасибо, что они смотрят, реагируют и сами даже предотвращают. Анна, ближайшие планы Союза туризма. Вот что вы конкретно, ваши первые шаги на ближайшее время? Несмотря на непогоду, люди все равно в мае сейчас приедут к нам на праздники. И море, в принципе, их уже ждет. И они уже хотят плавать, они хотят уже оборудованные пляжи. Мы, наверное, ждем июнь. Вот этот вопрос, конечно, нас беспокоит. Мы со своей стороны, наверное, какую-то свою комиссию создадим в Союзе туризма. Проедем по пляжам, проедем вообще по республике, посмотрим, кто как готов. У нас, конечно, есть для этого и Министерство стандартизации, качества. Они тоже большую работу проводят, наверное, в этом плане, проверяя и нас тоже, готовы ли мы к сезону. Но хочется сказать, что коллеги, бизнесмены, предприниматели, мы все заинтересованы в том, чтобы сезон прошел хорошо. И что касается прошлого сезона, у нас был ФИФА, у нас не так сильно лето бурно началось, мы были расстроены. В этом году нет никаких препятствий. И, конечно, мы желаем принять туристов хорошо, готовимся. Благодарю за интервью. Всего доброго. До свидания. А теперь к новостям субботы. Около 50 паломников из Абхазии в вербное воскресенье отправятся в Иерусалим за благодатным огнем накануне праздника Светлой Пасхи. По этому случаю в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошел молебен о путешествующих. Молебен провел отец Далмат Гопия, который также в числе паломников из Абхазии отправится на Святую Землю. Поездку в Иерусалим организовал Духовно-нравственный фонд имени святого апостола Симона Канонита и святого великомученика Евстафия Апсильского при поддержке меценатов Беслана Эшба, Адгура Харазия, Михаила Чалмаз и Саида Званба. Группа, которая выезжает в субботу в храме Гроба Господня
если сойдет благодатный огонь, то группа из 8 человек вернется уже накануне пасхальной службы в Сухум с частичкой благодатного огня, что даст возможность нашим прихожанам, жителям нашей Абхазии взять частичку этого огня и отнести ее к себе в дом. Моя поездка в 7-й раз на Святую Землю. Ну, ощущения, просто это словами не рассказать. Когда сходит благодатный огонь, и лицезреть это великое чудо. Это просто, я 2 раза сподобилась находиться в храме гроба Господня во время схождения. Будем надеяться, что и в этом году снизойдет Господь и даст нам этот благодатный огонь. Я 2-й год еду. В этом году я очень рада по приезду. Мы ждали этого момента всей группой. Я желаю каждому православному человеку поехать в эту святую землю. В воскресенье православные христиане отмечают один из важнейших церковных праздников – Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. Этот светлый и чистый праздник наступает за 7 дней до Пасхи и в 2019 году приходится на 21 апреля. Согласно преданию, в этот день Иисус посетил Иерусалим, а местные жители встречали его, когда он въезжал в город, устилая дорогу пальмовыми ветками. Таким образом, народ признал Иисуса Мессией, а также это событие – символ входа Сына Человеческого в рай. На этот праздник верующие приходят с ветками, как правило, ивовых или пальмовых растений, во знаменование тех ветвей, которые резали иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме. В этот день во всех храмах Абхазии проходят божественные литургии в честь праздника. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и до встречи в эфире.